Сегодня Кыргызстан празднует 7-й раз Всемирный день женского предпринимательства. Женщины из всех регионов Кыргызстана приезжают, чтобы вдохновиться друг другом, чтобы услышать о том, что государственная программа по поддержке женского предпринимательства подписана правительством. И мы очень счастливы, что наконец-то в Кыргызстане будет должное внимание уделяться поддержке женщин-предпринимателей. Сегодня мы собрались отпраздновать это мероприятие. Сегодня приехали наши ученицы, те, кто проходили менти у своих учителей, менторов, обучение в течение полугода по программе ПРООН. Это была возможность пройти у сильных, успешных женщин, которые владеют бизнесом, научиться стать сильнее, успешнее. В течение полугода наши менторы передавали свои знания нашим менти. Каждый год нас все больше и больше. Каждый год все больше партнеров. Я хочу поблагодарить и прям поклониться до земли всем нашим партнерам, благодаря которым 7-й год подряд мы чествуем этот день. Этот день для того, чтобы сказать спасибо каждой труженице, каждой женщине-предпринимательнице, у которых на плечах не только дети, не только родители, не только родственники, Туан, Тушкандар, но еще и свое дело во имя наших детей, чтобы их прокормить. Этот день – это не день женщины. Этот день развития нашей экономики. Этот день – прорыв для нашей страны. Потому что если половина страны не участвует в экономике, это провал для страны. Это насилие, это слезы, это горе и это женская миграция. Чтобы всего этого не было, весь мир празднует этот день. Спасибо всем партнерам. Спасибо каждому из вас. Сегодня очень приятно находиться в такой атмосфере, где много креативных и творческих женщин. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, разработанная совместно всеми странами и принятая Генеральной Ассамблеей ООН, предусматривает мир поистине инклюзивный, устойчивый и жизнеспособный. И трудно представить себе мир, в котором равенство мужчин и женщин не является реальностью. Нельзя недооценивать роль и вклад женщин в экономику, потому что равное участие, лидерство женщин – это не только вопросы прав, но и экономический и деловой императив. В 2016 году наш банк на самом деле принял стратегию по гендерному вопросу. В соответствии с ней мы попытаемся обеспечить гендерную инклюзивность. Наша работа – предоставление финансирования через банки-партнеры, и мы подписываем кредитные линии для финансирования женщин в бизнесе. В целом наш банк работает в 39 странах мира, и наша цель нашей команды в стране – это сделать так, чтобы все прогрессивные продукты банка имелись и работали в нашей стране. Это, конечно же, возможно, когда у нас есть такие партнеры, как вы. Кыргызстан по праву гордится своими женщинами, которые прекрасно проявляют себя, в том числе и в так называемых мужских профессиях. Например, в новейшей истории Кыргызстан стал единственной страной, давшей Центральной Азии женщину-президента. А в октябре и ноябре этого года мы все вместе болели за 3 кыргызских спортсменок, которые завоевали золото на чемпионатах мира по борьбе. То есть женщины Кыргызстана славятся на весь мир своими выдающимися лидерскими качествами. Сегодняшняя конференция является прекрасной площадкой для обсуждения прав и расширения возможностей женщин и создания условий для личностного и профессионального роста. Всемирный банк поддерживает женщин-предпринимателей Кыргызстана в рамках нового проекта поддержки микро, малых и средних предприятий. Также практически во всех проектах, которые финансирует Всемирный банк, есть специальные компоненты для усиления роли и участия женщин. В Кыргызстане развитие женского предпринимательства рассматривается в качестве приоритетной задачи в рамках национального развития и обеспечения гендерного равенства, которое подкрепляется конкретными стратегиями, планами и программами на различных уровнях, зачастую с привлечением международной поддержки. В настоящее время страна при поддержке международных агентств реализует ряд инициатив, направленных на развитие женских ассоциаций, кооперативов и предприятий. Но мы не должны забывать о том, что есть села, мы там часто бываем, и наша поддержка очень важна для сельских женщин, которые хотят получить кредиты, которые хотят обосновать свой бизнес, которые тянутся к знаниям,
которым нужны знания. Активное участие женщин в экономике и в обществе напрямую способствует экономическому росту и процветанию. Так, согласно данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в 2021 году количество женщин-предпринимателей выросло порядка на 6 тысяч. При поддержке партнеров Европейского банка реконструкции и развития в Кыргызской Республике в предстоящие 5 лет запланировано предоставление до 12 миллионов долларов США последующего кредитования компаний, которыми управляют женщины. Кроме того, представление странам Центральной Азии финансирование для предпринимателей, возглавляемых женщинами, на сумму 114 миллионов долларов США, и более 1 миллиона долларов США будет представлено женщинам-предпринимателям для доступа к менторингу, тренинговым курсам и ноу-хау от местных консультантов и международных экспертов для развития бизнеса. Нам, женщинам-предпринимателям, очень важно, чтобы нас объединяли, чтобы мы видели, что мы не одни, и что мы можем многого добиться, если у нас будет поддержка, именно поддержка с государственной стороны.